Юрий Лагербай родился в 1934 году в российском городе Иваново, но детство и юность будущего поэта прошли в Абхазии. Лагербай писал стихи с детства, ему суждено было стать известным поэтом. Однако он проявлял способности не только на этом поприще. Еще в годы учебы в Минском институте Юрий Лагербай стал мастером спорта по фехтованию и чемпионом спартакиады народов Белорусской ССР. Оставил яркий след Лагербай в кинематографе, став автором сценариев для ряда белорусских фильмов. Среди его стихов, стихотворений чаще всего, наверное, звучит тема или сюжеты, связанные с его отечеством, с Абхазией. Вот и сегодня участники нашего сегодняшнего вечера прочитали, чаще всего они читают это на память, прочитали стихи поэта. И в Абхазии, и вообще среди поклонников Юрия Лагербая много людей, которые именно знают его стихи наизусть. Они легко запоминаются, они очень такие горячие стихи, производят очень такое сильное, неизгладимое впечатление. Программа вечера состояла из стихов, воспоминаний друзей, музыкальных номеров и фрагментов фильмов, созданных по его сценариям. Выступившая на вечере советник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Татьяна Гуля отметила, что Юрий Лагербай был одним из тех, кто сумел связать абхазскую и русскую культуры. Читая его стихи, прежде всего стихи, начинаешь понимать глубину мысли. И многие выражения, которые у него есть в стихах, так сказать, они пронзают. Допустим, одно из выражений «архив земли» в одном из стихотворений, меня это поразило. Архив земли имеется в виду, что все мы уходим, так сказать, в землю когда-то, и в чем смысл, так сказать, этого архива земли, так сказать. Он предлагает поразмышлять и на эту тему тоже. Семья поэта не теряет связи с родными корнями. Дочери Юрия Лагербая всегда в тесной связи с московской абхазской диаспорой. И, как признается его вдова, ее супруг всегда был настоящим абхазом, и все понимали и уважали в нем это качество. Я хотела поблагодарить вас всех за то, что вы пришли и вместе с нами в честь памяти нашего мужа, отца, вспомнить о нем. Несмотря на то, что Юрий Лагербай писал на русском языке, его поэзия была глубоко национальна, носила яркие черты абхазского колорита. Это находило отражение даже в стихах, посвященных Белоруссии. На киносценарную деятельность, как правило, идут как во вторую профессию, накопив жизненный опыт. У Юрия Лагербая, несомненно, так и было. Все темы, которые он поднимал, находили своего режиссера. Дети и внуки поэта, живущие далеко от родины, сохраняют его наследие. Сын Юрия Лагербая, Алхаз, живет и работает в Бразилии, является тренером национальной сборной по фехтованию. И первые бесценные советы, которым он следует, тоже дал ему отец. Алхаз прислал видеообращение участникам литературного вечера. Тяжелый для Абхазии 90-е годы Юрий Лагербай не оставался в стороне. С 1992 по 1994 год работал специальным корреспондентом газеты «Советская Россия» в Москве. Он много писал о тогдашнем политическом и экономическом положении Абхазии и борьбе абхазского народа. За вклад в миротворческую деятельность Юрий Лагербай награжден орденом Святого Георгия. До конца жизни поэт продолжал писать стихи. Последний его сборник «Посади у ограды гранат» вышел уже после его смерти в 2018 году, а ушел из жизни Юрий Лагербай в 2005 году, похоронен на родине отца в селе Дурипш Гудаутского района. Нона Кукускир для абхазского телевидения из Москвы.